Девочки, курочка наша в духовке запекается. А так вообще ничего не видно. Ну, процесс идет, видите? Ой, какой аромат. Аромат идет вообще. Вкусно-вкусно. Сейчас последний штрих, это надо будет на сильный огонь. Рецептов в Ютубе, в интернете очень много есть описаний. Ассаламу алейкум. Сюредик Хрума серии. Всем доброго времени суток. У нас вечер сейчас. У нас запекается курочка. Это уже вторая серия. Первое видео я выпустила. Вы уже его начали смотреть. Курочка будет тоже в этом видео. Готова. Уже люди написали комментарии. Как жаль, что не увидели курочку. Хотелось бы посмотреть, когда она будет в готовом виде. Вы ее увидите. Ну а пока что мы что готовим? Сейтан. Сейтан. Это тесто такое. Веганское мясо. Веганское мясо. Его нужно еще будет выработать, отработать эту муку, которую мы замесили. В общем, люди, у кого есть аллергия, какие-то заболевания, или люди просто по эстетическим причинам не едят мясо, это для них, что ни на есть, самый лучший выход из положения. Ну, те, которые боятся поправиться, они, конечно, это есть не будут, потому что это белок. Но те, кто занимается спортом, например, для них нужен растительный белок, и, конечно же, его можно взять из муки. Вот. Грамотная информация, если кому-то нужна, да, у нас есть много YouTube каналов, тех, которые в действительности расскажут, как это правильно делается, что это такое, информация в интернете. Но это домашний такой подход, потому что, например, у меня аллергия, я не могу кушать мясо, да, и мне приходится искать какой-то вариант, какую-то вариацию. Вот я нашла сейтан. Мы обычно были знакомы с соевым мясом, которое добавляют везде, куда ни лень. Вот, оказывается, также можно это выработать из муки. Просто замешиваем. Обычная вода, как мы делаем на пельмени, воду подготавливаем, вернее тесто. Это все вымешивается чуть-чуть плотнее, потом оставляем немножко, чтобы это все схватилось. И сказать шуточным языком, мы будем купать это тесто. Да, представьте, я первый раз... Вымоем весь крахмал, и у нас останется только глютен, то есть белок. Я правда в шоке. И Я этот первый раз белок слышу. можно и на сушилке сушить. Вообще будет все зависеть от тех приправ, которые мы добавим. Полный вкус дадут именно эти приправы. А можно хранить в холодильнике, можно заморозить. Обычно я что делаю? Я делаю такую заготовку, потом я это все в сушилку складываю, делаю вяленый вид с копченой паприкой. И в итоге у нас готовая есть заготовка. В любой момент можно достать и съесть, приготовить. Дети вначале не понимали, что я делаю. Интереса не было. Вот. Они все никак не могут смириться с тем, что мясо редкость. Не из-за того, что там не хочется или еще что-то. Просто или по эстетическим причинам, или из-за здоровья, из-за, например, того, что в мясе в последнее время много антибиотиков, Да, подкормки и все остальное. Это очень сильно влияет на организм. У человека, у которого слабая иммунная система, у них обычно выходят аллергены. Ну все, плотный кусок есть. Сейчас Теперь он должен полежать, да? Да. В ту чашку, в которой мы будем его купать. Вот. Знают, что он зеленого цвета настоящий. Да, вот тесто готово. Теперь оно полежит вот так вот.
Девочки, ну вот все, курочка наша готова. Вкусная, вкусная. Аромат идет, просто не передать какой. Картошечка тоже пропеклась. В общем, вкусно-вкусно. Всем, кто сейчас кушает, всем желаю приятного аппетита. Там уже пошли комментарии, что все захотели курочки. Вот. Очень приятно. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня, за то, что ставите лайки, за то, что пишете комментарии. Всем большое спасибо. Всем, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. Ну а продолжение следует. Дальше будем показывать вам мяско. Какое можно кушать мясо еще, о котором я совсем ничего не знала. Первый раз услышала. Вот не зря говорят, век живи, век учись. Это как раз тот случай. Так, это на тесто, да, готовится приправа? Тоже тесто, которое мы замесили, типа на мясо, к мясу. Это мальчику на завтра уже заготавливает, подготовку делает к вечеру всегда, а не кашку. Это очень хорошо, кашка для кишечника. Это я знаю, у меня София в детстве страдала, мы тоже кушали эту кашку каждое утро. И сейчас мы ее варим иногда, чередуем. Ну вот несколько хозяек на кухне, завал. Да. Когда на кухне больше двух женщин, это уже начинается. Не, ну я в роли оператора сегодня. Ой, сколько специй. Море специй просто. А это гречневое молоко. Махмаду в кашу буду добавлять соленое вечер. А, да? Все, специи готовы для мяса из теста. Да. Короче, я закидывается. Ой. Вот вода закипела. Кидается вот так лук целый, 2 головки. И специи. Какой сразу аромат пошел. Вот. Все, начинаем купать тесто. Девочки, все внимание сюда. Я первый раз в своей жизни все это вижу. Я честно в шоке. Громче говори, бо не слышат тебя там. Купаем тесто. Вымываем крахмал, называется. Сейчас вода будет как молоко, белое. Вид странный, вообще будет странный, но приобретет именно вид, когда уже готовый кусок будет. А громче говори, что ты там понимаешь. Людям не слышно. Да, оно плохо бывает слышно, нужно громче говорить. Даже Но ты же перед этим сидишь, перед микрофоном, я немножко вдалеке. многие блогеры даже микрофоны вешают, потому что даже они говорят и плохо слышно. Да. Вот теперь просто Уж- смотри, это первая вода. И ты ее видишь, да? Это я еще не все ее промяла. Сейчас немножко его помнем. Короче, на стирку белья похоже. Угу. Как в хозяйственном мыле, да? Постирала что-то.
А где я ложку делаю? А? Вот здесь. Киса, дай мне ложку, пожалуйста. Вот это вот крахмал. Ну да, да, крахмал. И знаешь, вот главное, когда с этим возишься, вот руки свои после этой процедуры, они настолько бывают мягкие, ухоженные. Из-за того, что крахмал, да? Да. Крахмали. Ну, типа ботокс, тоже маска. Это же маску такую ты говорил для рук, да? Можно делать даже в крахмале руки. Да, да. Как мне все это интересно. Мадина, она просто в этом деле очень-очень-очень спец. Она столько литературы читает, в медицине она знает все от А до Я. У нее много книг разных, энциклопедий и всего прочего. Она молодец. Она у нас, когда по соседству жила, я ей сейчас говорю, Мадин, самое страшное, что могло произойти у меня в жизни, это потерять тебя как соседку. Когда дети болели, там, маленькие были, тоже ж после войны ни больниц, ни врачей, все ж поуезжали. В общем, практически не было врачей у нас совершенно. Вот этот у нас был доктор номер Смотри, один. насколько густое. Вот Представь. даже этим голову, если помыть, просто чисто шампунь, она всю грязь смоет. Искупаться, в ванну добавить. И сделать себе ванну. В общем, знаешь, всегда из чего-то Что-то делают, да? можно без отходов, без ничего прожить. То есть человек всегда должен искать разумный подход, а к чему это. Раз есть что-то, значит его можно куда-то применить. Представь, какая вода белая А вообще. мы Как эмульсия. за косметические, короче, вот ванны, за все вот эти вот уход за своей кожей, за все остальное мы готовы выплачивать бешеные деньги. Вот мне сейчас это жалко вылить, но его надо вылить. Это первая вода сейчас. Мы ее Ставь. сольем. Да. Все правильно. Это уже вторая вода набирается. А вот так вот в жизни. Мне вот сказали, покуни вот так вот тесто в воду. Я бы подумала, чтобы оно все расползлось вообще. И Ну, а глютен куда деть? Он-то не уходит. мой шок в шоке даже. Но есть многие люди, которым глютен тоже нельзя. Вот, поэтому у них бывают другие составы муки, даже для хлеба, для других изделий мучных. Да, да, я слышала, что глютен тоже не всем можно. Вот оно уже начинает приобретать такую форму, что она в руках складываться начинает как пластик. Ну, вот ты видишь ее, вот такая она пока. Это непонятно что. Бесформенная масса. Представь. И в итоге она выйдет в кусок, и он будет таким маленьким. Но когда ты его начнешь варить, он сразу увеличится в размере. Тетя Зина, рассказывайте, что это вы делаете? Рассказывайте. И громко желательно. Это люди будут писать, спрашивать, нужно же говорить сразу, что это мы робим. Это завариваем в термосе. Травы от очищения, для очищения сосудов. На 3 года. На 3 года это все. В состав в этой траве зверобой. А? В состав этого сбора входит В состав этого сбора входит, значит, бессмертник, зверобой, березовые почки. Что еще? ромашка, цветки. Ромашка, цветки. Это вы покупали И или... всё вот это, Да, все собирается по 100 грамм, смешивается. Смесь на 1,5 месяца. Полностью нужно выпить. На 3 года очищаются сосуды, оздоровляются сосуды. Если они травмированы, если в них есть какие-то воспалительные процессы. Нужно будет в описании написать рецепт именно всего. Да, В это описании всё, просят они всегда. Тибетская медицина, но там для первой группы крови нельзя пить зверобой. Поэтому для них противопоказан. Ну, у меня полный вторая сбор. группа крови, мне можно. Конечно. Это у кого первая группа, тем нельзя Видишь? такую траву пить. Прозрачность.
Сейчас. Видишь, вода какая. Уже вода, видите, Но ты какая? закрываешь фон. Вот вода вот такого цвета уже практически прозрачная. И какой, Еще раз. как стало мало теста самого, да? Вот. Какой кусочек. Но он же, Его когда щас будет нужно вариться, собрать. больше станет, да? Да. Он увеличится в размере. Но сейчас его уже можно собирать в кусок. Представь, машала. Ой, да. Давай, дальше я доделаю. Пенки как бы остаются. Смотри, какая вода прозрачная. Теперь мы его собираем в кусок. А что сейчас там один? Один глютен и все? Это белок. Чистый белок из муки. Вот этого всего бы я бы не узнала, и Мадина бы не показала, если бы тетя Зина вчера не рассказала, чем их кормили в санатории. Спасибо вам большое. Я правда, ну, девчонки, Санаторий ну, правда, не тоже слышала. можем дать и ссылку, и адрес, номер, если у кого WhatsApp есть, на WhatsApp. Тетя Зина в следующий раз, как соберется, пускай Танюшу берет с собой. Скажет, когда будет ехать. Ой. Мне просто нет слов. Я удивлена на все 100%. Так, но мне сейчас нужна доска. Не будешь еще мыть? Нет, все уже. Просто мука не первой свежести, поэтому... Да, такой выход. девочки, Мадина указала, что мука должна быть свежая обязательно. Даже чуть-чуть как мало выходит. И при варке кусок должен стать больше, после варки, то есть. Мне нужен этот доска. Вода еще выходит, да? И она будет выходить, она еще впитается сейчас. Ну, примерно вот такие куски делаешь, чтобы можно было под строганова, знаешь, как мясо режут. Угу. Вот. Чтобы такими кусками длинными можно было резать. Так удобно. Вот всё. Какой кусок мы замесили, ты видела? Угу, огромный кусок был. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Всего. Лучок. Представьте, 2 луковицы большие. И специи море. И вот теперь эти кусочки теста, которые сейчас превратятся в мяско. Это уже белок. Ну это да, уже белок. А белок кушать нужно. Ой, це твоє чи ні? А уже какая вечерняя молитва, да? Ночная. Ночная? Мгм. Ночная. Сейчас ты увидишь чудеса. Вот такие маленькие закинули. Сколько крахмала. А сколько она варится примерно? Ну, примерно около часа можно проварить, потому что дальше мы обжариваем. Ага. Представьте, люди, я не знаю, как вы, но вы, наверное, многие это знают, потому что начнем с того, что я никогда не была в санатории, я никогда не слышала, даже, может быть, не обязательно там и быть, но я никогда не слышала. Для меня это все очень интересно, впервые, может, конечно, много людей, которые кушали и слышали, но для меня лично... Поели, наверное, каждый второй, если покупали ролл там с мясом. Там соевый белок. Соевый. Да, в этих, доширак вот этот, в нем плавает всегда. Девочки, ну смотрите, какое уже мясо становится большое, и цвет у него появляется, вот лучок. И... Какие большие куски становятся, слушайте. Представьте. Я правда удивлена, девочки. Но я правда этого никогда не видела. Клянусь вам. Не посчитайте меня за деревню, хотя я с деревни, я этим не стыжусь. Но я этого не видела никогда. Ой, какой аромат. Представьте, сколько здесь специй, лаврушка, лучок. Вот тебе и пожалуйста. Ага, я аккуратно. В общем, видишь, да, что получилось? Получилась вот такая вот масса. Ее тоже нужно будет немножко, чтобы стекла с нее жидкость. Ага. Потом салфеткой просушить. Потом я, как Бистров делает, мясо жарит, да, то есть его так режут полосками, мы так его нарежем.
на топленом масле пожарим, добавим лук, специи. Угу, В общем, вот класс. такое вот дело. Вот это да, мясо надо. Сейчас будем делать джиджик-галныш на нем. Конечно. А куда еще галныш? И так жижик, да, галныш. Да, галныш. Там все галныш, да? Цана гордук, у нее уже. Да. Да, кто-то написал комментарий, хорошая у вас подруга. Да, уже вот это такие подруги, она мне вообще самая настоящая родная сестра. Самая, которая никогда меня не предаст, никогда в жизни. Никогда не обидит, всегда меня примет. И вообще очень сильно люблю. Очень. И ее, и Амату еще одна. Вот это у меня на первом месте вообще. Ну, еще и Катюха сейчас добавилась. Вообще, девочки, просто супер. И не может быть, чтобы их в моей жизни не было. Их это действительно жалко будет потерять, если они потеряются. Как машала, чтобы эти женщины три никогда с моей жизни не уходили. Еще мамочку сюда привезти на массаж. Так вот эта вот Мадина, у которой я в гостях, которая вот это все делает, она, девочки, может все, различные массажи, она знает точки, у нее руки такие волшебные, она вот именно выучилась, она вот именно знает это и хиджаму, и все вообще. Спец, которому я никому не доверяю, как ей, никому. Вообще супер. Дай Аллах ей здоровья. Еще за инвалидом, за мальчиком она ухаживает. Молодец, молодец. Таких сейчас нет. Дай Аллах ей здоровья. Ее рукам, ее мамочки вообще, женщины мировые. Вот готовое мясо, девочки. Теперь что с ним? Можно сушить, а можно что? Можно сейчас чуть-чуть стечет, потом... Ага, это сито такое, да, вот поставила, чтобы стекала водичка. Короче, можно потом салфетками промокнуть и порезать, и пожарить, обжарить. Если я сегодня сделаю, покажу. Угу, хорошо. Ну, если не сегодня, то завтра. Ничего страшного. Класс вообще, я в шоке. Нет, она говорит, ой, как пахнет. Она казала, если ты будешь баловаться, то она даст тебе по зёбке. Что я тебе дам Мгм. Девочки, дело идет. Процессу подготовили вот лук. Сейчас будем показывать, как будет жариться наша мяско. Подготовили сковородку. Такая хорошая сковородочка. Лучок уже порезанный. В общем, такая вот разделка. Вот такое мяско, посмотрите, получается. Куски реально как мясо. Вот. Они сейчас еще обжарятся, приобретут цвет, да, наверное, вообще. Не, ну для меня это реально. Я первый раз об этом слышала. И видела вообще, что можно так. Это же как диетическая еда, да, считается? Диетическая лечи, это просто... Субханаллах. Диетическое это не сказать, это просто замена, это белок. В нем мало калорий вообще, тех, кто хочет, например, худать. В основном красное мясо, это говядина, да там бывает очень много калорий, и человек полнеет. Но это для тех, кто спортом занимается, для тех, кто придерживается здорового питания. И это есть не часто. Просто замена белка, да, в реальности хочется иногда попробовать кусочек мяса, а нельзя. Я же говорила, есть свои категории людей. То есть те, у кого аллергия на мясо, например. А мясо хочется. Ну вот такой выход из положения.
Или по каким-то эстетическим причинам люди не едят убитых животных. Да. Но это в реальности, ты сама видела, весь крахмал убрали. Все убрали. Да, много раз воду меняла, раз 5-6, наверное. Пока не была вообще прозрачная вода. И вот оно полежало всю ночь на сите, стекла вся Стекло, жидкость. да, еще отжали ее слегка. Нагрели масло на сковородке. Топленое тоже добавили. Просто до конца добить, да. Машалла. Сейчас еще лука сюда побольше. И какой он придаст вкус классный, я уже представляю. Оно и так очень вкусно, потому что вы видели, сколько специй участвовало при варке. И лавровый лист, и 2 лука целых варилось. Это все пропитало, конечно, вкус очень. Горечь дают это приправы. Перец, куркума, карри. Ну, сейчас пожарим. Обделаем. Можно сверху. Масло, видели, Мадина положила как бы нормально, но оно впитывает хорошо масло. Но я попробовала кусочек. Да, я попробовала кусочек, и наоборот оно придает как бы сочность. Да, вот этому мяску нашему придает сочность прям. Вообще класс. Вот сейчас лук оно все впитает. Даже если кому-то что-то не нравится, может добавить помидоры свежие. И сделать как соус. Или, ну, сливки сюда добавлять, это бесполезно. А еще ж какой-то, говорю, вариант есть. Можно вот так не жарить, а засушивать, да, его? Вялить. Вялить. И вот его потом, когда жаришь, оно меньше масла убирает. Вот, понимаете? И вот так жарить, а сначала его высушивать, хорошо, Но это чтобы... слишком вкусно делается. А если ты хочешь просто, например, веганский вариант, да, там ты просто оливковое масло используешь, не вот такое масло, как я добавила. Это опасное масло. Ну, практически уже все, можно будет загружать овощи. Лука, видите, как много лука. А ведь он, ой, он вообще любой еде придает хороший вкус. Если лук правильно порезан, прожарен, а не как некоторые варят его, вот варят, кусками огромными порежут, и в зажарке он не жарится, а варится, то он вообще, мне это не нравится. Я и варю, потому что иногда на поджелудочную он тоже бывает, дает плохую реакцию, когда у человека особенно предрасположенность так сказать, к телу, и плюс диабет или гастрит. Извини, людям бывает от зажаренного и жареного очень плохо, поэтому иногда, да, делать вариацию варки, но не варки, а тушения. Да, я не люблю оно просто совсем очень. другое. Это кому нельзя, да, это понятно. Так. Это мы рассказали, что делается. Так, это мне не надо. Сейчас она уменьшится, пожарится. Сейчас мы его чуть-чуть пустим под этот. Крышка, для крышки потомилась, да? И будет у нас полная сковородка мяса. Вот так.
Ну, это все будет одной массой, все будет очень вкусно. Я уже вижу. Просто терпение. А где его взять? Должно быть. Для меня нет. Может, многие подумают, что там это с дикого края, но я правда впервые это все вижу. Все ждем, да? Здесь свежие помидоры добавили. Не просто кипяченую воду. Ваньешку помою вот таким образом. Как курица. Что там, когда там уже будет мясо готово? Подожди. Да, уже. Сейчас теперь надо немного его жарить. Сама видишь, да? Плотность еще есть, свежий вот попадает. Да, так в одном видео два. Во. Так, что мы тут видим? Уже водичка испарилась, да, почти? Остатки роскоши. Ну все. Сейчас остальное будем добивать через блендер. Добавлять нужные Чечевица необходимые приправы. красная. Так, немножко добавили куркума. Мадина добавила. Вот эту. До чужой славы. Специи, да, Мадина специи море, вообще все такое. Так, может, лучше будет видно. Какой аромат. Так вот, включаем. Это паприка, да? Знаешь, я отдельно сделаю. Да? Где-то щепотка, да, получается? Хорошие, 2 щепотки. Да? Это что? Зира. Зира. Угу. Кориандр. Вот. Слышно, что не жарится. Самая неполезная кухня. Но людям нравится жареная картошка. Так, дальше. Что там? Там дети это что она близко смотрит телефон. И тебе не даю, да? А ты скажи ей, что ты Мадине расскажешь. Что там за дела? Вот там. Что она делала? Телефон смотрел. Близко? А ты расскажи Мадине. Расскажи ей всю правду. Мне сказать, Близко смотрела, а? я ее в угол должна поставить. В угол поставить ее? Да. Да? Поднимайся, девочка, и становись в угол. Нет, она не будет Не дома. будет больше? Она больше не будет близко смотреть? лохматая, как это сидит. Что ты смотришь? Так нельзя говорить. Кто лохматая? Куда надо делать? Ой, какая красота. Осталось перемешать.
Ой, какая вкуснотища. Ну, лук вы видели, сколько было. Ты видишь, и он сейчас классно, он ужарился и прям хорошо лучок. Конкретный вкус даст, будет сочный, не сухое. Просто сама видишь, да? Да, да. Растительного происхождения белок, ему нужна сочность по-любому, потому что вкус его невозможно понять, да, если что-то в него не добавлять. Да. Ну, хотя делают всякие мясные, как бы, псевдо, да, продукцию, и сосиски бывают, и колбаса бывает. Но это веганский материал, вегетарианский, веганский, в основном веганский. Ну вот, девочки, вы все видели. Все. Все, выключаем газ. Ой, какой аромат идет, это просто не передать. Просто не передать.